Чтобы понять суть отмены социальных 100-рублевок, нужно вернуться в 2004 год. Тогда законом Ингушетии от 31 декабря и была предусмотрена ежемесячная выплата на ребенка. Изначально это пособие устанавливалось, чтобы помочь семьям с детьми, так как не было аналогичных выплат на детей на федеральном уровне. Однако альтернатива появилась в 2020 году, а после в 2022 и 2023. В 2020 году указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина была установлена федеральная уже выплата в отношении лиц, имеющих детей в возрасте от 3 до 8 лет. С 1 апреля 2022 года был увеличен возрастной потолок. Это уже добавили выплаты лицам, имеющим детей от 8 до 18 лет. С текущего года уже установлено универсальное пособие. С 1 января 2023 года установлено универсальное пособие, которое выплачивается лицам, имеющим детей в возрасте от 0 до 17 лет. Большую часть средств для этой выплаты предоставляет федеральный центр, а 5% остается за республикой. Именно на софинансирование этой выплаты и направлены средства, которые ранее выплачивались, то есть те самые 100 рублей. С федерального бюджета выделяются денежные средства в сумме 16 миллиардов рублей. Для того, чтобы обеспечить выплаты в полном объеме, с республиканского бюджета необходимо софинансирование в сумме порядка 800 миллионов рублей. В год, да. Установление универсального пособия заменяет собой те выплаты, которые производились ранее и которые были установлены ранее, как федерального значения, так и регионального значения. В связи с этим в Народное собрание был направлен законопроект о ликвидации ранее установленных выплат, и та сумма высвобождающихся денежных средств, это порядка 180 миллионов рублей, будет направлена на софинансирование при получении универсального пособия. Новая выплата по факту в 100 с лишним раз выше изначального пособия. Если ранее региональными, нормативно-правовыми актами была установлена сумма 100-150 рублей, то в данном случае сумма выплат будет не менее прожиточного минимума. Однако нашлись те, кто данные изменения восприняли по-своему. Жаркие дискуссии по традиции начались в социальных сетях. Важно понять, что сумма, изначально заложенная для выплаты пособий, не уходит для покрытия других нужд бюджета или в карманы чиновников. Все это сделано, чтобы поддержать семьи с малым доходом. Размер выплат у нас зависит от благосостояния жителя Республики Ингушетия и привязан к минимальному прожиточному минимуму, который с 1 января 2023 года на территории Республики Ингушетия составляет 13 851 рубль. Я думаю, вот сегодняшнее разъяснение, оно дойдет до жителей нашей республики и пояснит ситуацию уже во многом. И уже будет понятно, почему принимается такое решение об отмене региональных выплат, и самое главное, куда будут направляться денежные средства, высвобождаемые в связи с принятием такого решения. Новые изменения вступят в силу лишь после того, как законопроект примет Народное собрание республики. Ну а пока семьи, которым полагаются пособия, будут получать помощь, как и раньше. Муслим Ганиев, Сулейман Костоев, Новости 24.